Компания «Алроса» завершила централизацию рабочего питания в состав дочернего предприятия «Алроса Торг», входящее в группу «Алроса». Чтобы переход получился безболезненным для работников, компании потребовалось несколько лет. Как прошла эта процедура, расскажет Роман Муконин. Каковы итоги 2019 года и над чем предстоит работать в будущем? Молодые специалисты «Алроса» впервые планировали свою работу в формате стратегической сессии, главная задача которой – выработка общей стратегии работы объединения молодых специалистов на ближайшие 2-3 года. С помощью стратегической сессии мы выведем те основные, скажем так, направления деятельности, которые будут способствовать привлечению в компанию новых молодых специалистов, квалифицированных, талантливых кадров для компании. То есть то, что ребята выработают привлекательность бренда компании, то, что будет, скажем, манить, работать к нам не только какие-то материальные блага, но еще другие составляющие, которые являются немаловажными в рабочей деятельности. В стратегической сессии участвовали более 40 специалистов. География участников была обширной. Это Архангельск, Москва, Якутск, Ленск, Мирный, Удачный и Айхал. Это коллеги, которые могут чему-то научить, что-то дать, именно как развивать свой ОМС, как помочь своим коллегам. Такое мероприятие дает специалистам, наверное, более глубокое общение с руководителями компании и предложить какие-то свои решения, которые могут повлиять на будущее как самого специалиста, так и предприятия в целом. По итогам двухдневной сессии молодые специалисты «Алроса» разработали 4 проектные идеи. Проект «Алроса Форс», с помощью которого будет составлен рейтинг достижений ребят, готовых развиваться в своей профессиональной деятельности. Проект «На одной волне», который направлен на сближение молодежи с руководителями разного уровня. В рамках идеи «Грани успеха» молодые специалисты смогут обменяться опытом с ребятами, которые успешно приняли участие в различных профессиональных конкурсах и корпоративных образовательных проектах. А проект «Алроса Профи» поможет в популяризации профессии алмазной компании. Пока это только идеи, которые еще предстоит воплотить в жизнь. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».